С вами Ельмедиа. Сегодняшний выпуск накануне Дня независимости, и он про власть, которая готовится к турбулентности. Утром Токаев назначил Айбека Смадиярова куратором внутренней политики администрации президента. И это назначение гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Дальше разговор о независимости без лозунгов. Где у страны реально есть свобода маневра, а где ее нет. Очень важный материал моего коллеги Максима Григорьева. Потом суды как экзамен на независимость. Дело Долголева. История прокурора Хожабековой. Анализ для вас подготовил Мирас Нурмуханбетов. Ну и нашумевший процесс по Рахимжанову. И в финале гвоздь программы — авиатопливо. Рынок, где снова всплывает фамилия Назарбаевых и звучат цифры. И это, конечно, миллионы долларов. Это Ельмедиа. Начинаем. Начнем с назначения, которое напрямую касается того, как власть будет управлять внутренним полем в ближайшие месяцы. Токаев назначил Айбека Смадиярова заведующим отделом внутренней политики администрации президента. На прошлой неделе Смадияров покинул пост председателя Комитета международной информации и официального представителя МИД Казахстана. Позиция куратора внутренней политики в АП оставалась вакантной 1,5 месяца с момента, как ее покинул Абзал Нукенов. Вскоре он появился на должности заместителя акима Алматы. Перевод Смадиярова стоит рассматривать прежде всего через призму выборов, ключевого и хронического вызова для любой автократической или гибридной системы. Почему мы так считаем? Да, выборы у нас не являются механизмом смены власти, но они остаются критически важным инструментом воспроизводства легитимности. При этом их нужно сделать одновременно конкурентными на вид, убедительными для публики и при этом без реального риска для политического контроля. Смадияров — профессиональный коммуникатор, годы работы на внешнем контуре, статус публичного лица государства, привычка к давлению, выверенные формулировки и управление репутационными рисками. Все это хорошо работает не только во внешней политике. Его перевод во внутренний блок выглядит как сигнал. В ближайших циклах ставка делается не столько на механическое администрирование, сколько на управление восприятием, ну и последствиями, конечно. И, судя по всему, это человек, которому действующий президент доверяет. Если говорить о предстоящих выборах, то слишком стерильный результат будет выглядеть неправдоподобно и только усилит цинизм. Но и слишком живая конкуренция для автократии, как известно, опасна. Она плохо управляется и быстро выходит из-под контроля. В этой конфигурации отдел внутренней политики обязан удерживать баланс, допускать ограниченную конкуренцию, но не выпускать ее за пределы контролируемого коридора. Именно здесь коммуникации становятся не вспомогательной, а центральной функцией власти. То есть, как мы говорили прежде, нас все-таки ждут очередные внеочередные выборы. Вполне возможно. Но понятное дело, сегодняшнее назначение связано не только с ними. Еще раз отметим, Айбек Смадияров – человек из системы, но не из витринных. Понимаете, о чем я, да? Его прежняя работа – это управление процессами, где важны дисциплина, контроль повестки и умение работать с конфликтами. Это уже намек на то, что отдел внутренней политики АП сейчас, судя по всему, воспринимается не как идеологическая витрина, а как узел управления рисками. Само усиление этого блока говорит о том, что в администрации президента ожидают рост турбулентности во внутреннем поле, накопленное социальное раздражение, активизация региональной повестки, более сложная медиа-среда. И, судя по всему, с этой средой у господина Смадиярова есть рабочие, возможно, даже доверительные контакты. На этом фоне можно прогнозировать смену тактики
АП. Диалог ради диалога будет заменен на управляемость и профилактику. Итак, сигнал читается довольно ясно. Внутренняя политика в 2025 году – это уже не про реформаторскую риторику, а про удержание баланса и недопущение неконтролируемых сценариев. Так что же можно ожидать в обозримом будущем? Перечислим то, что лежит на поверхности. Во-первых, более жесткой и структурированной работы с регионами. В автократических и гибридных системах региональные элиты – это не просто исполнители центра, а ключевые посредники между властью и обществом. Именно они обеспечивают управляемость на местах, мобилизацию, контроль локальных конфликтов и, в конечном счете, предсказуемость политических процессов. При этом региональные элиты в Казахстане крайне неоднородны. Любая инициатива сверху для них – момент торга за бюджеты, кадровые решения, автономию, а иногда и за иммунитет. Отсюда необходимость усиления координации с акиматами и с силовым блоком. Тут, кажется, все понятно. Во-вторых, отдельное внимание будет уделено аккуратной, но настойчивой зачистке серых зон в общественной и в медийной активности. Не обязательно репрессивной, мы надеемся, скорее административно-регуляторной, хотя последние события вокруг независимых СМИ и подготовка контролирующих законопроектов уже обозначили направление, в котором движется администрация президента и власть в целом. В-третьих, нельзя забывать о гражданском секторе. Его нередко используют как инструмент внутривластной конкуренции, где общественная риторика служит прикрытием элитных интересов. Такая модель относительно устойчива при экономической стабильности, но становится очень уязвимой на фоне роста цен, тарифов и социального напряжения. Эти очаги протеста трудно прогнозировать. И еще труднее контролировать привычными административными методами. Для отдела внутренней политики это означает необходимость тонкого баланса между контролем и вовлеченностью. Жесткое давление ведет к радикализации, а имитация диалога к утрате доверия. И с учетом того, что гражданские инициативы все чаще фокусируются на материальных и социальных вопросах, их активность будет расти, превращаясь в устойчивый фактор политического давления. Игнорировать его становится все опаснее. В общем, стоит ожидать меньшего доверия к спонтанным инициативам снизу и большего к управляемым форматам участия. Если коротко, назначение Смадиярова говорит о том, что администрация президента готовится к сложному году, где ставка делается на контроль, предсказуемость, ну и на минимизацию сюрпризов. И все это, как не раз намекал президент Токаев, может быть подано как необходимость сохранения независимости и сплочения вокруг верховной власти. Но насколько мы независимы, действительно независимы в экономике, политике и в информации? Об этом далее мой коллега Максим Григорьев. Независимость – это не только флаг и гимн, это способность принимать решения, не вздрагивая от звонка из Вашингтона, Москвы или Пекина. Казахстан, отметив более 30 лет формального суверенитета, сегодня находится в точке, где его свобода измеряется не декларациями, а уязвимостью к внешним шокам и структурам. Давайте отбросим политез и посмотрим на реальную картину, насколько республика действительно контролирует свое будущее. И начнем с экономики. Казахстан за 34 года своей независимости выстроил заметную торговую сеть, но говорить о полной самостоятельности экономической политики пока рано. Как отмечает Всемирный банк, мы
можем похвастаться ростом экономики в 4% за прошлый год и прогнозами ее увеличения до 5% в этом. Но давайте честно, это всего лишь блестящая оберка для сырьевой зависимости. Нефть и металлы – основа бюджета, но их цены скачут от чужих кризисов, превращая Астану в заложника глобальных игр. Говоря прямо, это иллюзия суверенитета. Мы добываем ресурсы, а настоящая сила у тех, кто устанавливает цены и вводит санкции, оставляя нас в роли простого поставщика, а не полноценного участника. Торговля с Россией и Китаем все чаще напоминает оковы, а не равноправное партнерство. В 2025-м оборот с Москвой перевалил за 30 миллиардов долларов, но санкции против нее эхом бьют по Астане, замедляя рост и сужая маневр. Пекин через пояс и путь разогнал торговлю почти до 31 миллиарда за 8 месяцев. Однако вместе с машинами и оборудованием пришли и долги. На весну этого года обязательства перед Китаем превысили 10 миллиардов долларов, а внешний долг страны перевалил за 170 миллиардов, продолжая расти. Деньги заходят под инфраструктуру, а выходят вместе с процентами и политическими условиями, усиливая уязвимость экономики. В этой политике Евразия все больше превращает Казахстан в удобный транзитный коридор, где выгоды аккумулируют крупные игроки, а нам достаются риски, встряски и размывания контроля. Связи с ЕС и США вроде как балансируют ситуацию. Евросоюз поглощает 32% нашего экспорта, в основном нефть, а торговля с Вашингтоном растет, но все равно составляет жалкие 16% от общего объема. Соглашения этого года обещают инвестиции, но на деле Запад меняет технологии на наши ресурсы, не помогая выбраться из сырьевой ямы. Это не равноправие, а хитрая игра, где мы можем застрять в паутине чужих планов. Участие в ЕАЭС, ШОС и ВТО – это палка о двух концах. ЕАЭС распахивает рынки, но заливает нас дешевым импортом, душит местных производителей и ставит барьеры на таможне. ШОС толкает в азиатскую сторону без надежных гарантий, а ВТО открывает мир, но подтачивает самостоятельность, оставляя экономику открытой для ударов. Короче, в ближайшей перспективе мы в плюсе, но в долгосрочной теряем свободу. Истинная экономическая независимость – это не объемы товарооборота, а способность самостоятельно формировать технологическую и производственную базу, чего по аналитическим оценкам пока не наблюдается. Кстати, об оценках. Насколько сегодня Казахстан можно считать экономически самостоятельным государством, мы спросили у финансиста, председателя правления Национального аналитического центра при Назарбаев университете Расула Рысмамбетова. Начну не с Казахстана. Я скажу, что если Китай прямо с завтрашнего дня перестанет всю свою продукцию поставлять в США, Америка будет 10 лет выстраивать внутренние производственные мощности. Не 2, не 3 года, а такая абсолютно могущественная экономика в мире, как США. Если, допустим, Италия перестанет продавать помидоры в Швейцарию, то швейцарцы, несмотря на все свои деньги, они просто без помидоров останутся. Поэтому я хочу сказать, что мы часть глобальной экономики и условно самостоятельный игрок. Потому что есть такое, прямо совсем сателлит и условно самостоятельный, как часть глобальной экономики. У нас есть суверенитет экономических решений, есть запас маневра, есть нацфонд, есть промышленность. Но наше ядро, сырье, оно, конечно, завязано на экспортные маршруты, на цены на сырье глобальные и так далее, и так далее. Поэтому мы не можем быть абсолютно независимыми, но мы точно независимы, более-менее самостоятельные. Да, наши валютные поступления зависят от нефти, но сейчас-то идет диверсификация. И до этого, несмотря на то, что мы ругали и предыдущий период развития страны, все равно были
И фермеры были, и есть, остаются. Наш совокупный внешний долг, он где-то там 170 миллиардов долларов. Но это когда Шеврон должен Шеврону, казахстанский Шеврон, американскому Шеврону, какая-то российская компания здесь должна московскому офису, китайская компания, когда, допустим, берет на разработку месторождений долг в Пекине, это все внешний долг. Наш, собственно, гарантированный долг государством, там, 20 с чем-то, по-моему, процента от ВВП, он очень низкий. Очень низкий, даже на мировом уровне мы чрезвычайно самостоятельные. Мы также задали нашему спикеру более прикладной вопрос. Какие уязвимые места в экономике Казахстана сегодня действительно критичны? Где зависимость ощущается сильнее всего? В сырьевой модели, внешних заимствованиях, логистических маршрутах, санкционных рисках или в политическом давлении со стороны ключевых партнеров? Ну, естественно, мы сырьевая страна, поэтому нам сильно-сильно нужно внимание ОПЕК, мнение ОПЕК. Нам нужен КТК, нам нужен Атасова Шаньков, Баку, Тбилиси, Джейхан, все. Даже когда мы 100% нефти будем перерабатывать внутри страны, все равно нам придется искать другие экспортные маршруты, продуктопроводы и так далее, и так далее. Поэтому здесь, конечно, уязвимость наша есть. Ну, это в рамках нормы, я бы сказал, приемлемого коридора. Логистика у нас сильно зависит от Российской Федерации. Мы даже на Балтийские страны выходим через Россию. Но тут уже ничего не попишешь, это география. Это не проклятие, это ничего, просто география. И все. Вот срединный коридор, который мы сейчас развиваем, пока он очень декларативный, надо признать. Армения с Азербайджаном только в этом году, слава богу, подписали мирное соглашение. Но пока этот Зангезурский коридор, пока Баку, Тбилиси, Джейхан сможет, допустим, увеличить мощности прокачки, и все, время пройдет. Сейчас у нас многие проблемы логистики, честно говоря, решает Китай. Почему? Не из-за того, что Ляньюнгань есть, там вот этот порт Ляньюнгао, а дело в том, что Китай открывается как рынок для нас. Я смотрю, я думаю, при этом сильно влияет китаизм президента, который китаист, связи личные, дружбы и так далее. Но мы стали для Китая более понятными. Я вот скажу, ну, может, непопулярную точку зрения, санкционных рисков для нас нет вообще. Были риски там по платежам каким-то, но там мы выходим, по-моему, через Заманбанк, через ВТБ, мы спокойно платим. Потому что мы там чуть ли не сейчас, раньше было половину, наверное, сейчас процентов 35-40 пищевого импорта у нас идет из России. Мы закупаем то же самое, что, в общем-то, международные концерны ставили заводы в России, чтобы обслуживать и наш рынок в том числе. И поэтому, да, мы оттуда закупаем. Поэтому по санкционным мы очень осторожны. Много есть вопросов по технике именно. Но мы тут сотрудничаем. К нам приезжает, я знаю, чуть ли не ежемесячно заходят списки. Вот эти компании казахстанские нарушают. Там потом наши контролирующие органы смотрят, да, здесь есть нарушение. Постоянно будет политическое давление. Пока мы не самая сильная страна в мире, всегда будет давление. Что-то Китай попросит нас, то Россия попросит, то Ближний Восток, то Турция. Всегда будет давление дружественное и недружественное. Дружественное — это значит, приехали, там убалтывают президента на какие-то темы большие. А если мы говорим недружественное, это медиа-атаки сначала, это раскачка того, что мы кого-то тут обижаем, китаязычных, не знаю, арабоязычных, русскоязычных граждан, неважно. Это нормальная медийка, она, честно говоря, больше, я думаю, внутреннего пользования там, в странах происхождения. Конечно, всегда будет давление, и политическое всегда будут нас говорить, давайте мы вам, иначе мы вам трубу перекроем, там, денег не дадим и так далее. Тут это нормальный процесс, это как в секции бокса. Если ты зашел в секцию бокса, если ты игрок на мировой арене, то тебя обязательно кто-то походя просто щелкнет. Ну, не до нокаута, надеюсь, а просто дружественные, недружественные тычки будут. Потому что у всех стран свои внешнеполитические интересы, внутриполитические интересы.
Кто-то на наш счет захочет самоутвердиться, допустим, кто-то захочет, допустим, как-то в споре с другой державой, допустим, попытаться привлечь нас на свою сторону. Экономические риски в Казахстане давно переплелись с геополитикой так тесно, что разделить их уже невозможно. В торговле Астана по-прежнему старается удерживать баланс между Востоком и Западом, а многовекторная политика все годы независимости оставалась для страны скорее спасительным механизмом, чем красивой формулой. Именно она позволяла выживать между центрами силы, не срываясь ни в одну из сторон. Будучи зажатым между двумя ядерными державами и вынужденным опираться на их инфраструктуру для экспорта ключевого ресурса нефти, Казахстан объективно ограничен в свободе маневра. Отсюда вопрос: действует ли Астана по собственному расчету или вынуждена постоянно корректировать внутреннюю политику в угоду внешним партнерам? Об этом мы спросили эксперта по международным отношениям Ардж Турсынка. Казахстан никогда не сможет быть геополитически полностью независимым, хотя бы из-за того, что его географическое положение этого не позволяет. Из-за этого я хочу отметить, что Казахстан де-факто сменил свой тон в сторону более пророссийской позиции по отношению к украинскому конфликту в последнее время, несмотря на то, что первое время Казахстан занимал позицию полного нейтралитета, то есть он не вводил войска, не выражал прямой открытой поддержки Украине, ну и в целом старался как-то не обозначать своих позиций. Сейчас мы видим, что президент стал более таким пророссийским в отношении своей риторики. Ну и он очень сильно сосредоточился на искоренении токсичного наследия Назарбаева, что привело, в конце концов, не к тому, что реально как-то изменилось перераспределение власти, изменилась структура власти. Это все привело к тому, что наш нынешний президент Токаев эволюционировал, по сути, в типичного автократа. То есть мы видим, что не получается нормально у него выстраивать внутреннюю политику, и он все больше и больше полагается, по сути, на желание других геополитических игроков. То есть мы видим, что Казахстан в последнее время очень сильно корректирует свою внутреннюю политику под его партнеров и пытается как-то в этом пространстве маневрировать. Ну и я напомню, что не так давно, по сути, по-моему, в 2022-2023, Медведев тот же самый, он сказал, что северные области Казахстана были исторически российскими, то есть мы видим, что есть некая угроза с этой стороны, из-за этого, конечно, приходится подстраиваться. Но я хочу отметить, что Казахстан, например, усилил сотрудничество в плане военной промышленности. Он, например, подписал договора с Турцией на те же дроны и так далее. То есть это показывает, что Казахстан старается меньше полагаться на договор ОДКБ. И вот это вмешательство во время Кантара со стороны ОДКБ пока остается единственным вмешательством, что не может не радовать. То есть, в принципе, какие-то потуги Казахстана избегать полной зависимости есть, и в то же время это просто вот физически невозможно, можно сказать. Конечно, вот в последнее время у нас есть расширение каких-то возможностей, то есть западные партнеры ЕС, США, они начали проявлять интерес к Казахстану, но, опять же, интерес к Казахстану только как к сырьевому месторождению, то есть там, опять же, какие-то ресурсы наши, вот это все. И, соответственно, мы больше рассматриваемся не как полноценный партнер, а как сказать, источник ресурсов. Сегодня геополитическая устойчивость Казахстана держится на хрупком равновесии между ближайшим окружением и мировыми центрами силы. Крупные игроки воспринимают страну как транзитную территорию, рынок сбыта и сырьевую базу. Финансовая привязка, кредиты и логистика все чаще становятся инструментами давления. Сюда же накладываются санкционные конфликты, технологическая зависимость и влияние через медиапространство.
Вопрос: какие риски для внешнеполитической автономии сегодня наиболее опасны и за счет чего Астана способна снизить их эффект? Основная угроза — это, например, тот же перекрывание СРС со стороны России. То есть, если нам вот это вот будет перекрыто все, мы испытаем сильные экономические сложности. Также угроза есть в том, что, например, Китай может манипулировать поставками товаров в нашу сторону, если вдруг чего-то от нас захочет, что может привести к давлению на власти Казахстана с принуждением к принятию тех или иных решений, которые могут быть не сильно выгодны нам, но выгодны Китаю. Рисков у Казахстана очень много. В первую очередь экономических, потому что экономически Казахстан всегда раздербанивался. И сейчас он раздербанивается еще сильнее, потому что к России и Китаю, исторически как бы устоявшемуся в Казахстане, сейчас добавляется ЕС и США, которые очень сильно заинтересованы в Казахстане, хотя бы из-за войны в Украине, потому что они понимают, что мы очень такой важный стратегический объект. Мы именно стратегический объект. Не совсем независимая страна, а именно объект, что очень смущает, очень печально. Ну а что с этим поделать? Такая вот позиция у нас. Что мы можем сделать для того, чтобы сохранить свою суверенность, независимость? Ну, мы можем больше вкладывать в экономическую диверсификацию, в свою инфраструктуру. Например, сейчас мы пытаемся, например, более масштабно продвигать проекты по транскаспийскому среднему коридору север-юг, чтобы обеспечивать, так сказать, выход на Азию и Европу. Сейчас мы стараемся еще переключаться как-то на рост производства зеленой энергии, на развитие транспорта, локомотивов, коридоров. И этим тоже мы стараемся усилять свою какую-то экономическую безопасность. Ну и вот этот новый экономический курс у нас сейчас есть. Если мы будем его эффективно выполнять, то мы сможем вырастить свою экспортную базу и увеличить количество инвесторов из других стран. Ну, сейчас у нас, например, в принципе, много инвестиций из Нидерландов идет, из других стран ЕС в том числе, но это можно как бы и усилить в целом при желании. Ну и что еще Казахстан может сделать? Усиливать глобальные альянсы, например, сотрудничество усиливать в Центральной Азии, больше саммитов 5 стран ЦА. Может, вот этот как раз Тюркский совет тоже усилить значимость Тюркского совета, усилить значимость сотрудничества с тюркскими государствами. Я не могу ничего сказать по поводу того, насколько США вообще может теперь на нас повлиять. Пока что вот как было исторически, так и остается вот Китай и Россия. Вот Китай и Россия — наше проклятие, буквально. Но нам можно, опять же, постараться поработать над своими нормативно-правовыми принципами, постараться более значимым стать в формате ООН, постараться дипломатически себя показать более выгодными, более правильными, более приятными, постараться сплотить вокруг себя какое-то дипломатическое единство. То есть Казахстан может сыграть как раз как вот этот игрок, который собирает вокруг себя различных игроков и становится вот пространством для переговоров, пространством для всего остального. Казахстан может показать себя как тот, кто способен объединять вокруг себя. Когда речь заходит о суверенитете, недостаточно контролировать только нефть и границы. Настоящая власть сегодня сосредоточена в информационном и технологическом пространстве. В Казахстане, где медиаполе является ареной постоянной борьбы за умы, ситуация с информационной независимостью вызывает серьезную тревогу. С одной стороны, критически важные цифровые платформы и алгоритмы от Гугла до ТикТок остаются в руках иностранных корпораций, делая наш цифровой суверенитет условным. С другой стороны, вместо того, чтобы укреплять собственное информационное пространство, государство, по мнению многих экспертов, фокусируется на закручивании внутренних гаек.
О том, насколько Казахстан можно считать самостоятельным в информационном пространстве, насколько общество защищено от внешнего влияния и существует ли сегодня реальная угроза свободе слова, мы спросили директора общественного фонда «Правовой медиацентр» Диану Акремову. Несмотря на то, что мы вроде отмечаем уже, да, не первый раз независимость нашей страны, мне кажется, что ситуация именно с информационной независимостью у нас с каждым годом все хуже и хуже, увы. Во-первых, мы не независимы от российского влияния, оно по-прежнему остается сильным в информационном плане, то есть российская пропаганда, которую как-то пытается с этим как-то наше министерство бороться, но мне кажется, пока каких-то вот серьезных результатов нет. Ну и во-вторых, это, конечно, наша боль, это давление на независимую журналистику. И здесь очень тревожная ситуация, особенно в последний год и особенно в последние недели, потому что мы видим очень много процессов, которые, ну, наверное, в развитых демократических странах были бы конкретно расценены как давление и влияние на независимую прессу и свободу слова. То есть это судебные дела против независимых СМИ и журналистов, это Орда, это Костак, это невозможность получения аккредитации радио Азаттык, то есть и по сути невозможность продолжать работу в стране. То есть мы по всем фронтам видим ухудшение ситуации. Если мы будем говорить про законодательство, это новый закон о масс-медиа, да, тоже, который уже год он работает, и, к сожалению, никаких улучшений для журналистов он не привнес в работу. Это все усиливающееся влияние и, скажем так, знаете, проникновение государственного контроля. То есть Министерство информации становится, все больше укрепляет свои позиции, становится таким заботливым отцом для всех СМИ. То есть они лучше знают, что смотреть людям, что читать людям, как журналисты должны работать, что они должны публиковать, что не должны публиковать и так далее, и так далее. И вот последние поправки, предложенные депутатами и министерствами, Министерством информации, это, во-первых, вот эти пропаганда ЛГБТ, запрет пропаганды ЛГБТ, такая очень антиконституционная норма. Это новые поправки по усилению контроля в интернете, которые, по сути, тоже, я не знаю, во-первых, части людей, наверное, лишат возможности выходить в интернет, к примеру, да, детей, да, до 16 лет. И я не говорю, что это совсем неправильно. Я считаю, что нужно контролировать, да, пребывание детей в интернете, но при этом нельзя снимать ответственность с их родителей за это. То есть так получается, что у нас государство берет на себя вообще всю ответственность за умы, за потребление информации. То есть они полностью считают, что они будут все контролировать. Они будут следить за анонимными пользователями, да, хотят это сделать, у которых больше 5000 подписчиков. То есть вот в законодательстве, безусловно, ухудшение, усиление норм. В судебной практике то же самое. То есть вот постоянно идут, во-первых, судебные иски по диффамации гражданские, но гражданские это, полбеды. У нас сейчас какая-то нехорошая очень мода на уголовное преследование журналистов. То это вот статьи распространения заведомо ложной информации, это разжигание розни и так далее, и так далее. То есть статьи, по которым, по идее, не должна быть задействована полиция, да, распространение ложной информации, опять же, административной ответственности, штраф. То есть, и я считаю, что это тоже злоупотребление. Ужесточение контроля и копирование чужих моделей регулирования подводят к ключевому вопросу. Способна ли страна в таких условиях выстроить собственную устойчивую медийную и технологическую среду? При доминировании иностранных платформ и закручивании гаек внутри медиа рискуют превратиться в обслуживающий механизм, а это ослабляет критическое мышление и снижает устойчивость перед внешним давлением. Это очень сложный вопрос и для меня очень болезненный вопрос, потому что, чтобы создавать свою систему,
нужны какие-то минимальные, соблюдение каких-то минимальных международных стандартов, да, свободы слова. То есть мы можем создать систему, в которой будут сплошь госзаказные медиа, и министерство будет полностью контролировать пространство, да? Ну, то есть это будет, там, не знаю, Северная Корея, Туркменистан или что-то в этом роде. Поэтому для того, чтобы создавать экосистему, недостаточно просто денег, недостаточно этого госинформзаказа, да, и каких-то документов, разработанных правительством. Для этого нужно дать журналистам чувствовать себя журналистами свободными, нужно дать людям разные источники информации, нужно обеспечивать плюрализм. То есть, собственно, это то, ну, как бы, о чем тоже заботятся в развитых странах, чтобы у людей была возможность высказывать точки зрения, чтобы была возможность получать информацию из разных источников. У нас все пытаются свести к каким-то, опять же, к какому-то единому мнению, что вот, как помните, недавно в судебном решении против Кирилла Павлова судья написала, что да, он виноват в распространении ложной информации, потому что информация не соответствует официальной информации Министерства сельского хозяйства. То есть так не должно быть. Официальная информация – это не гарантия, ну, информация из госоргана, да, это не означает, что только она должна быть в информационном пространстве. То есть у нас должны быть разные точки зрения, и люди, и это будет способствовать их развитию критической грамотности. Потому что если все СМИ будут госзаказные, то, естественно, у людей никакой критического мышления вырабатываться не будет. И мы будем все время, скажем, да, бегать по этому замкнутому кругу, где у нас люди становятся жертвами там, инфо-цыган, мошенничества, верят фейкам и так далее. А как им учиться не верить фейкам, если у них ограниченный источник, ограниченное количество источников информации? Поэтому я думаю, что здесь нужно дать свободу журналистам, перестать их постоянно контролировать и постоянно делать их рупорными власти. И нужно прислушиваться, тоже смотреть на международные стандарты, поскольку мы подписали очень много международных соглашений, и сейчас в Европе вступил в силу как раз такой рамочный закон для всех стран европейских по минимальным гарантиям свободы слова, который включает как раз прозрачность, выборности руководителей общественного телевидения, общественных СМИ, прозрачность государственной рекламы, гарантии журналистов их независимости и безопасности и так далее, и так далее. То есть все направлено на вот такое обеспечение окружающей среды, да, нормальной, в которой журналисты будут себя чувствовать хорошо и будут работать качественно, а не на все время размышления о том, какие штрафы новые придумать за что, какую опять новую, придумать новую неправомерную информацию, какую придумать деструктивную информацию и как все это запрещать штрафами, арестами и так далее, и так далее. Если отбросить в сторону лозунги, то картина выходит неутешительная. Казахстан формально суверенен, но по факту живет в режиме постоянного маневра между экономической, геополитической и информационной зависимостью. Мы сохраняем пространство для выбора, но оно стремительно сжимается под давлением сырьевой модели, внешних интересов и внутреннего контроля. Реальная независимость сегодня не данность, а вызов, требующий системного ответа. Пока же страна чаще реагирует на обстоятельства постфактум, чем выстраивает долгосрочную стратегию. И именно это превращает суверенитет в хрупкую конструкцию, а не в прочный фундамент будущего. Упование чиновников на суд, похоже, вызывает печальную улыбку. Это касается большинства дел, хотя следует признать, что иногда бывают и справедливые решения. Но, как говорится, это чаще исключения, подтверждающие правила. Ведь по оправдательным приговорам мы позади планеты всей. Даже в конце 30-х годов
прошлого века выносилось от 10 до 12% оправдательных вердиктов. В Казахской ССР было примерно так же, а вот в современном Казахстане в 10 раз меньше. В уходящем году мы не раз говорили об этом, приводя конкретные примеры. Были и процессы с явным политическим подтекстом, и вроде бы хозяйственные споры, но вызывающие интерес с точки зрения использования административного ресурса и телефонного права. В этом плане на первое место выходит дело Виктора Долголева, директора Обуховского горно-обогатительного комбината. Год назад вместе с сыном Данилом Долголевым, адвокатом Санатом Курманбаевым и предпринимателем Тимуром Садвакасовым оправдали петропавловские присяжные. Однако это не входило в планы тех, кто развязал кампанию против Виктора Ивановича, так как мешало рейдерскому захвату Обуховского ГОКа. Дело спешно и, мягко говоря, незаконно передали в Павлодар. Там в течение 8 месяцев шли судебные слушания уже с новым составом присяжных, которые в итоге во всем согласились с обвинением, не приняв во внимание ни одного довода защиты. Ельмедиа довольно подробно освещала этот процесс, в том числе акцентировав внимание на многочисленных нарушениях со стороны обвинения и самого суда под председательством Кудабая Султанова. В итоге Виктору Ивановичу назначили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и многомиллиардным штрафом. Его сын получил почти 5, а Садвакасов и Курманбаев по 10 лет лагерей. Это что, война идет с нами, с нормальным народом? Почему они нас уничтожают? То, что имеют право? Страшно. Я говорю вещи, которые, вот честно говоря, вот, это даже не саботаж, это измена Родины. Всем, что делать, измена Родины, уничтожение независимости страны. Нарушений в ходе процесса было столько, что осужденным потребовалось дополнительное время для подачи апелляции. Как нам стало известно, сроки ее подачи продлили до 10 декабря, но Долголевы пока не успели как следует ознакомиться со всеми материалами и подали ходатайство на продление сроков, пока ответа не поступило. Конечно, есть небольшая надежда на торжество справедливости в Павлодарском облсуде, но мы лучше пока промолчим. В любом случае, это будет очередным испытанием для казахстанского правосудия, экзаменом на независимость. Причем напомним, что в деле ГОКа отчетливо присутствует и интерес российских олигархов. Да, апелляционную инстанцию называют судами пятиминутками, когда все проходит в ускоренном темпе и очень формально. Но есть и исключения. Так, сейчас в Жамбылском облсуде рассматривается гражданское дело в отношении прокурора Алии Кожабековой, которая осмелилась бросить вызов системе. Весной этого года, исчерпав все возможности достучаться до высокого начальства, она вышла в эфир на ТикТоке и обвинила теперь уже бывшего начальника департамента по правовой статистике и спецучетам Секера Буркитбаева и некоторых других манипуляциях с ЕРДР, что они не регистрировали отдельные преступления для улучшения показателей. Буркитбаев Секер вседозволенно творит бесчинство и давление в отношении меня, не дает работать в нормальных условиях, оказывает психическое и моральное воздействие, поскольку он неправомерно требует совершать необоснованные корректировки в базу данных ЕРДР. Буду сотрудником полиции и органом прокуратуры, то есть толкает меня на совершение должностного преступления. Я отказалась это делать, тогда он потребовал меня освободить занимаемую должность, что такой сотрудник мне не нужен. Это, в принципе, была не новость, но чтобы об этом открыто было заявлено самим сотрудником прокуратуры, это стало сенсацией. Но ее по-быстрому решили заретушировать. Была спешно организована
комиссия из Астаны, которая, понятное дело, никаких нарушений не выявила. Буркитбаев по-тихому подал рапорт об уходе, но параллельно вместе со своим заместителем Калабаевым и двумя сотрудницами направил иск в суд против Кожебековой. Административный суд Тараза долго готовился, но потом быстро частично удовлетворил иск. Кстати, Бахыджан Калыбаев также отдельно подавал иск против Кожебековой за ее ролик в ТикТоке в июле, в котором она задалась вопросом, не является ли Калыбаев протеже Сабита Нурлыбая, председателя комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, и якобы готов заплатить за начальника департамента, за место начальника департамента 10 миллионов тенге. Но 5 декабря Адмсуд постановил прекратить производство за отсутствием состава административного правонарушения. И вот сейчас в областном суде под председательством судьи Айгуль Нурлыбековой уже несколько дней подряд проходит пересуд. Мы за ним наблюдаем. И создалось впечатление, что апелляционная коллегия подошла к делу со всей серьезностью и стремлением восполнить пробелы суда первой инстанции. Сейчас в суде объявлен перерыв в связи с удовлетворением ходатайства стороны ответчика о назначении дополнительной экспертизы, против которой были истцы. Как будут развиваться события, мы вам обязательно сообщим. Фамилия Назарбаевых снова всплывает там, где никто не ожидал, в стратегическом узле на рынке авиатоплива. По данным нашей редакции, отдельные трейдеры получали поддержку Анипы Назарбаевой, а вход в главный аэропорт страны мог закрепляться через предоплаты. Вдумайтесь в эти цифры, до 30 миллионов долларов США. При этом, по словам участников рынка, в аэропортах топливо продают примерно по 1200 долларов за тонну, и около 330 долларов с тонны уходит посредникам. Почему Казахстан платит за перелеты так, будто мы зависим от чужих правил и чужих фамилий? В Казахстане любят говорить о независимости, о флагах, гимне и конституции. Но давайте скажем честно, независимость – это не только символы и документы. Для людей независимость – это когда страна свободна от старых схем, от закрытых рынков, от своих посредников, которые встраиваются в стратегические отрасли и заставляют всех платить больше, просто потому что могут. Сегодня мы расскажем историю про авиатопливо, про то, как рынок, где по идее должна быть конкуренция, превращается во вход по пропускам для своих. И про то, почему в разговорах участников рынка снова звучит фамилия Назарбаева. Сразу мы опираемся на информацию, полученную редакцией от нескольких собеседников в отрасли и людей, знакомых с этими цепочками поставок. Мы направим запросы всем упомянутым сторонам и готовы опубликовать ответы. Начнем с главного, с цены. Казахстан производит авиационное топливо, но по словам участников рынка, в аэропортах его продают примерно по 1200 долларов США за тонну. При этом, по оценкам собеседников редакции, основная маржа около 330 долларов США с тонны остается у посредников. Это звучит сухо, но давайте переведем на человеческий язык. Если посредник забирает 330 долларов с тонны, то на 10 тонн, это порядка расхода топлива на один сегмент у узкофюзеляжных самолетов в зависимости от маршрута и условий, это уже 3300 долларов. На 15 тонн почти 5000 долларов. Это не точный расчет по каждой авиакомпании, это просто иллюстрация масштаба. Но смысл один. Каждый рейс
может нести в себе невидимый налог, который не идет на безопасность, не идет на развитие аэропорта и не идет пассажирам. Он уходит туда, где рынок закрыт. И тут ключевой вопрос: почему этот рынок закрыт? На конкурентном рынке авиакомпания может выбирать поставщика. Если цена завышена, она уходит к другому. Если качество хуже, она меняет контракт. Но в Казахстане, по данным нашей редакции, ключевые аэропорты фактически закрыты для альтернативных поставщиков. И это не рыночная случайность, это управленческое решение, потому что доступ к топливной инфраструктуре – это допуск. Правила, согласования, это договоры. И когда рынок работает по модели один поставщик, один вход, цена перестает быть экономикой. Цена становится вопросом доступа. Теперь фамилии, потому что за любым закрытым рынком всегда стоят конкретные люди и конкретные решения. Ляззат Актаубаева, по данным редакции, она одна из ключевых фигур на этом рынке. Собеседники в отрасли связывают с ней трейдинговые структуры, работающие с поставками нефтепродуктов, а также коммерческую инфраструктуру в Западном Казахстане, сеть АЗС и нефтебаза. Участники рынка также отмечают ее опыт в нефтепереработке и в финансовом управлении. Главное, по словам собеседников редакции, именно структуры, связанные с Актаубаевой, получили фактически статус единого поставщика в крупнейшем аэропорту страны. Другой человек – это Алтынай Бабагулова. Ее участники рынка описывают как регионального игрока с активами и опытом поставок нефтепродуктов, включая авиационное топливо, и с инфраструктурой в Уральске. По данным редакции, часть ее бизнеса и активов в прошлом пересекалась с окружением Актаубаевой, в том числе через сделки по АЗС. По словам собеседников, после перехода аэропорта Алматы на модель одного поставщика, альтернативным игрокам стало сложнее работать на этом направлении. Forte Invest, Forte Best – группа, связанная с Орским НПЗ. По данным редакции, это один из крупных источников нефтепродуктов в цепочках поставок, с которым на рынке долгое время связывали привилегированные отношения отдельных трейдеров. Петрогаз Трейдинг, по данным собеседников, это структура, которая в определенный момент пыталась зайти в поставки напрямую, но натолкнулась на проблему доступа. Рынок в главном аэропорту уже был размечен для своих. И вот на этом фоне появляется главное имя. По данным редакции, собеседники в отрасли прямо говорят о том, что на отдельных этапах некоторым трейдерам оказывалась поддержка со стороны Анипы Назарбаевой. Мы подчеркиваем, речь не о публичных контрактах, не о прозрачных решениях и не о документах, которые можно открыть на сайте госзакупок. Речь о том, что рынок описывает как влияние, когда решается вопрос и когда дверь открывается не для всех. Что именно говорят источники? Первое. Поддержка могла выражаться в финансировании и ресурсах, которые позволяли удерживать привилегированный статус в цепочке поставок. Второе. По данным редакции, речь шла о помощи в организации контрактов и закреплении доступа к ключевому объекту – аэропорту Алматы. И здесь важна сумма, которую называют собеседники. Предоплаты до 30 миллионов долларов США. Это не кассовый разрыв. Это вот такой инструмент управления зависимостью. Кто может позволить себе такие предоплаты? Тот, собственно, и покупает не только топливо. Он покупает позицию.
Ну и третье. Источники утверждают, что после того, как доступ закреплен, система может работать и дальше уже по инерции. И даже если фамилия Назарбаева не звучит каждый день, сам механизм остается. Один уполномоченный трейдер, один вход, один ценник для всех. Да, нам могут возразить, мол, поставки идут, топливо есть, так в чем проблема? Но проблема не в том, что топливо не привозят. Проблема в том, что рынок устроен так, что цену диктует доступ. По данным редакции, в цепочке закупок фигурировали поставки с крупных НПЗ России и Беларуси. Обсуждались варианты расширения географии, включая Китай. Более того, участники рынка говорят о сделках в 2025 году по этим направлениям. Но повторим, можно менять завод, страну, маршрут, логистику, если доступ к главному аэропорту остается монопольным, то конкуренции нет, а значит нет и рыночной цены. Ну и на кого взваливают разницу? Наверняка вы уже догадались, на нас с вами. Почему эта история важна не только как бизнес и не только как цена за топливо? Потому что это история про незавершенный демонтаж системы. Когда людям говорят «новый Казахстан», они ждут не новых лозунгов, они ждут, что стратегические рынки перестанут быть закрытыми клубами, доступ перестанет быть валютой, фамилии перестанут решать больше, чем закон. Если Казахстан независим, то он должен быть независим не только на бумаге, но и в экономике. От старых схем, от уполномоченных посредников, от невидимых рент, которые превращают любой билет в счет за чужое влияние. Считайте эту информацию нашим официальным запросом руководству аэропорта Алматы о правилах доступа поставщиков и основании модели одного поставщика, в антимонопольные органы о проверке ограничения конкуренции на рынке авиатоплива, в профильные министерства о том, кто контролирует доступ к инфраструктуре и почему он не является равным для всех. И отдельно мы ждем позицию по ключевому пункту, а не по Назарбаева. Если информация источников не верна, то это должно быть опровергнуто публично, с фактами. А если верна, то тогда вопрос еще проще. Почему имя семьи, которая должна была уйти в прошлое, если не отправиться за решетку, снова всплывает там, где решается цена для миллионов пассажиров? Потому что настоящая независимость – это когда страна может сказать, старые схемы больше не управляют нашими дорогами, нашими аэропортами и нашими кошельками. С вами были журналисты Ельмедиа. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь выпуском и пишите нам. Мы все читаем, если у вас есть факты, документы и истории, которые нельзя замалчивать. Аман Булаев.